Друзья, всем большой привет! 10 июня, и у нас намечается большое путешествие. Едем далеко-далеко. Сегодня с нами новый герой, мой тезка Геннадий тоже. На канале его раньше не было. Познакомились в прошлый год. Долго собирались, очень долго, целый год. С весны собираемся второй раз. Хотели 21 мая уже ехать на рыбалку, потом огороды, моя рыбалка. Тут приболел немного, в общем. Собрались наконец-то 10 июня на рыбалку. Взяли кучу спиннингов, удочек. В общем, попробуем. Едем далеко, едем на лесную речку. Ну, а что получится, то получится. То мы заснимем, а вы увидите. Загрузили полную лодку барахла. Попрощаемся с родным берегом. Как мы видим, он стал уже красивый, весь скошен. Борщевик, высокая трава, крапива, все скошено. Остались только красивые цветочки. Все. На Уралочке сегодня первый выезд. Вода еще, конечно, не летняя, но уже и не весенняя. Вода падает. И на лесных речках, вот на таких лодках, как Обяжка, это плот, грубо говоря, на котором только поблизости кататься. Это Казанка, которая течет, как не знаю кто и как не знаю что. На них по лесным речкам не покатаешься. Вся надежда на Уралочку. В этом году, в этом сезоне у него первый выезд. Большому кораблю большое плавание. Погнали! Погнали! Ну, с Богом! Покидаем родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные бродят они. Ну давай, и подкачай. Немножко непривычно после алюминиевых лодок, после Обяжки, Казанки. Ну ничего, надо привыкать. Летом без Уралочки совсем никак. Ну что, погнали? С ветром 9-метровая волна ездит, поворачивается тяжело, но как повернется, она попрет. Парусность очень большая. Ну все, повернули и погнали. Прощайте. Прощай, любимый берег. Дня через 3 вернемся.
а если бы мы столько груза нагрузили на обяжку, она бы не поехала. Казанка бы утонула, а Уралочка едет. На нашей Уралочке даже есть плацкартные места. Если ты хочешь отдохнуть или просто полежать, вот, пожалуйста. И никакого ветра, и никаких брызг. А за счет длины этой лодки волна не страшна, потому что она едет по 3 волнам одновременно. Главное боком не вставать, а так, если резать волну, то едет хорошо. Все, погнали. Ну вот, мы уже и на малой речке. Штурмуем перекаты. Решил немного поснимать, показать. Пару раз приходилось спрыгивать лодки, перетаскивать по перекатам. Даже Уралочка не проходит, потому что меньше 20 сантиметров местами. Но пока едем. О, задевает дно лыжей. И вот таких вот перекатов куча. Не знаю, доедем ли до места. Но, по крайней мере, попробуем. Вот как вот здесь проехать. Там еще и сушина на глубоком месте, бляха. Она вообще ни к селу, ни к городу, блин. Вот проезд вот здесь, а там сушина. Вот здесь мы и приехали, наверное. Все. Все, кончено, все. Вон, тут возле берега можно было проехать, наверное. А там сушина. Это что, мне придется на берег слазить, сушину сначала убрать? И потом попытаться здесь вдоль берега? Потому что здесь мы... Давай попробуем еще здесь проскочить. С левой стороны. Но навряд ли у нас это получится. Очень мелко, очень мелко. А там протоки не проедем? Навряд ли у нас Уралочка туда не пролезет, наверное. Ладно, попробуем проскочить здесь, слева. Если не получится, придется выходить на берег и убрать эту елку. Ладно. Господи, благослови. Плюс одна лошадиная сила. Не шмогла, не шмогла. Так. Не будем мучить мотор. Чуть-чуть осталось. Вот сюда. Сейчас смели, если слезем. Заведем сначала, чтобы потом сразу
Ну-ка. Еще траву намотала на винт. Так. Здесь пока проскочили. Водомет нужен, однако. Так, слева походу глубже там. Если бы еще фарватер знать, ладно. Слева глубже, но попробуем справа. Так, стоп. Здесь навряд ли мы. На винт намотал еще. Самое хреновое здесь езда задним ходом. Но иногда надо. Что, опять занесло? Не смогли. Все хорошо, но разворачиваться это, конечно, попробуем по левой протоке. Задним ходом тут вообще нежелательно ехать. Можно сломать редуктор сразу. Вперед ты едешь, защищает лыжа, а назад никакой защиты нет. Сразу удар об редуктор и конец фильма. Сейчас попробуем штурмануть слева. Главное, тот перекат не проплыть по новой. Мучиться надо будет. Так, что у нас там? Пролезаем, нет? Пролезли. Слава тебе, Господи. Как-то вот так приходится штурмовать перекаты. Даже на Уралочке. Ну, я думаю, водомет бы здесь пролетел. А Казанка, Обяжка или какие-то другие лодки без диффузора. Ну, просто нет. Просто никак. Не знаю, пока у нас получается. Не знаю, доедем ли до избы Геннадия. Посмотрим. Будем пытаться, будем пробовать. Как я сказал, впереди река должна быть глубже. Я пока глубины здесь не вижу. Вон очередной перекат.
Еще и с травой, бляха. Еще и с травой. Траву на винт наматывает и тоже потом плохо крутит. Пока едем. Надеюсь, доберемся. А гляньте, какая красота. Какой высоченный берег. Обалдеть. Вот с нее на лыжах бы прокатиться, да? Так. Засмотрелись. Ёшкин кот. Засмотрелись на берег. Встали. Так, о чем мы встали-то? Он Харюс плесканулся. А? Перекатик. Ну, перекатик-то перекатик. Только нам от этого не легче. Сидим с бобром за столом. Поможем Уралочке. Она нам помогает. И мы ей помогаем. Тут, конечно, воды по щиколотку, куда и нахрен. Даже воды не хватает забрать. Как-то вот так приходится штурмовать. Еще один перекат. Поможем. Проскочили. Ну, красивая горочка. Дала ты нам жару. Едем дальше. Ну вот, с Божьей помощью вроде как нашли избу. Километра полтора, наверное, два выше проехали. Сначала уже целый день ехали. И тут Генка заявляет, она, говорит, наверное, ниже. Мы, говорит, наверное, ее проехали. Я говорю, точно? Гена говорит, точно. Я говорю, давай еще проедем. Проехали еще выше. Точно, говорит, проехали. Развернулись. А я, говорит, по малой воде первый раз здесь. Все, говорит, по большой воде. Берег, говорит, здесь. И вот, говорит, ориентируюсь только по лиственке. Как по лиственке он ориентируется, не знаю. Но хорошо хоть так. Вот она, эта лиственница. А вот это тропа. Здоровенная. И вот тропа. Я уж думал, где-то под елочкой придется костер разжечь да ночевать. Сейчас посмотрим. Это новое? А где твоя старая? Еще дальше.
О, профнастил, все такое. Что, рядом две избушки? Да. А там из сушняка я делал. Уже это. Охотиться надо было. Ага. Сушняк. А это недавно, да, построили? А вот было 13. 2 лет так. Избу рядом с избой. Ну, да, места-то свои. А тут подъезд есть, да, дорога? Нет? Есть там, да. Ага. И дорога, и была. Ясно. А тут... О, шкура лосиная. Кусок лосиной шкуры. Ну, пойдем. Или бобра, бобр. Бобр. Ну, Бобр. бобра вызывали здесь. Молодцы. Молодцы. А? Сейчас я посмотрю, или кто пойдет. Свою, наверное, пойдем. Лёшка загнул, блин. Вот гад. Что, свою, наверное, пойдем, да? Нет? А? Свою пойдем. Так это тоже моя. Как-то, говоришь, построили. Лёшка. А, здесь были ничего. Здесь, да? Вон матрасы все, Лёшка. Оставляйте. На. На тебе ведро. Ладно, я пошел я тогда вещи таскать. А ты что, это, хотишь ведра все сюда? Ну, что мокнет, принесу, а что нет, так нет. Да. Давай тогда. Так. Одеяло убери с печки только, чтобы не это. Да закроем, чтобы не это. Печку топить не будем, наверное, да? Нет, наверное, это. на костре. Сейчас пойдем глянем. Где-то он говорил, вторая изба. А вон дальше. Сейчас посмотрим вторую избушку. Ну, добывали много мяса. Вкусненько много. Сколько лет этой избушке? Так. С 93-го года. А под окном-то с 93-го? Ну, вроде да. Это 93-й, 2003-й, 2013-й, 2023-й. 43 года. 43 года избушки. Вот стакан есть. Стакан, салфетки влажные. Совсем влажные уже. О, такая маленькая. А там это... Сушин не было больше. М. Я углубил ее. А, в землю туда закопали? Да, яму выкопали. А, Ну, это, нету сушин больше. А уже снег был. сейчас посмотрим. Ой, блин. Здравствуй, избушечка. Здравствуй, родная. Хозяин пришел. А что, нормально? Вот сын там, я здесь в печке. Печка хорошая. Печка железная. Большая. А внутри там кирпичи лежат. Овальная, главное, такая. Вон, нары, матрас. Окошечко. Окошко лоси, да, поели там бревна. А что, может, зайцы погрызли? Там, наверное, соль, потому что соленые бревна, наверное, может. Наверное. Понятно. Вот родная избушка. А там Кормила нас. отдушина, да, там? А? Отдушина. Да. И здесь, В 93-м году, значит, построил ты, да? да. Ясно. А ту года 3, да, назад? Это где-то, да, сначала немножко, 3-й год. Что, туда пойдем, там будем? Там, конечно, здесь скучно. Ну, пойдем. О, о, о. Ку-ку. Видишь, крышу я перекрывал, она, видишь, и не сгнила. Смотри, березка выросла в пеньке прямо. Да. Дай руку. Ох. Аккуратней, аккуратней. Руку дай.
Вон, видишь, березка в пеньке прям выросла. Ясно. Значит, это у тебя она не рыбацкая, а охотничья, да? Ну да, это снег был, мы делали сегодня. А сыры-то никак, вот пришлось это. Сушняк, здесь был сушняку дохуя. Вот я с сушняком. А воду отсюда брали. Ну. А воду откуда, с болота? Там не, там такой родник. Ага. Классная вода. Чистый, да? Чистый. Ключ? Вот тропинка свалила. А, ключ там. Ага. Ключевая чистая вода. Угу. Тут, наверное, возле избушки прямо глухари, да? Короче, рядом с этим лося убили рядом. Много тут дичи. Ну, здесь, я первый здесь начал охотиться. Мгм. Как раз вот началась эта ебаная перестройка, работы нет. И сын передали мне. А сейчас уже забросил, да, немножко? Так, Не те силы, да? да, конечно, ты что, 75 лет я. Ну, ну да. Дай бог дожить, не то чтобы охотиться, да? Да. Ну что, пойдем туда? Да, и смотри, сохранилось это. А видишь, я перекрывал постоянно. Пробка. Ну, Или пыш. Нет, от вина пробка. От водки. И смотри, не сгонил. Я второй раз я перекрывал прямо на тот шифер. Ну вот. Тут вон рубероид в одном месте только это прохудился, надо перекрыть, наверное. Там видишь, вон дыра. Чтобы не протекало, там, наверное, подтекает немножко. Если перекрыть, чтобы не текла, она еще постоит, конечно. Кинули. Вон, видишь, бревна кто-то обглодал, видишь? Кто-то грыз бревна. Это, я думаю, наверное, соль оставляете? Соль, наверное, протекла туда? Да. Бревно соленое, как солонец получается. Или лоси, или зайцы грызли потом. Я здесь солонцы, двое солонцов засолил. Это что за занавеска там? А? Что за занавеска? Может, ветром выгнать? О, топорище. Твое еще, наверное, да? Да, топор сломал. Возможно, это на дверь, наверное, вешали. Оранж. Бутылька. Тут бутылок хватает. Так попивали. Арктическая. Толстый потолок. Толстые бревна делали. Так это пополам пилили. На 3 части, не пополам. Видишь, тут вон как и еще. А этот толстый был. На 3 части. Ясно. Раньше каждый год ходил, да? Конечно. Вот кормился этим. Транзистор. О, видишь, прохудилась уже крыша. 1, 2, 3, 4. Вон сколько дырок там. Перекрывать надо, привезти что-то. Или баннер, или рубероид и перекрыть, что иначе гнить будет. Как-нибудь, если в следующий раз приедем по большой воде, да привезем, перекроем. Привези. Тебе что, понравится, можешь охотиться здесь. Сейчас ты уже знаешь. Ну, далековато. Да, далеко. Ну, насчет охоты здесь классно. Почти никого нет. Вот я Лёшку пустил. Я-то хуже уже столько лет. А вот мы с его отцом покойным, его тоже Ген называли. Тоже гены, одни гены. Ну, что-то одни Гены. Мы с ним, дружили. Рыбачили, охотились. А потом вот это место отбивали сына. Он молодой. У нас нет работы. Что делать? Не побираться. Доска упала. Лёшка еще... он хотите, веранду. Так, на, рюкзак, располагайся пока. Я сейчас принесу, что там, освещение, да что-то. Это... Ну ты с ведром тогда возьми это. Ты не ведро не принесли бы даже. Я ж твое ведро принес. Да, ёпта.
Сейчас. Уже бери с собой, друг. Друг. Сегодня больше никуда не поедем, ведь, да? Да нет, наверное, так бы сети-то поставить, ну, что-то желания нет, но так-то надо было. А сети куда ставить? Вот та яма, которая... Выше опять? Не, чуть-чуть рядом. Ну, выше? Ну да, М. последний будет. А что ты, заходи в избу, что кармаров кормишь? Ага. Я сейчас потихоньку подниму, сейчас тоже все. Эти ведра, наверное, все не таскай, зачем? Пусть так. Все-то нет. Ты что говоришь это, что не намочило дождем, что? Что, да, что может намокнуть, принесу. Сейчас воду принесу. Остальное там все оставлю. Сейчас я свет сделаю. Это все. Освещение. А? Освещение. Семью надо кормить. Фу, где-то. Холодно. Я? Да. Я 72-го. У меня Серега тоже. Старший сын. Старший сын. Значит, 72-го. ну, да будет свет, сказал монтер. О, нихуя. А это что, аккумулятор и что такое? Это титанат. Что за хуйня? Мне не понятно. Это хорошая фигня. Ну, Сейчас. заряжать как-то надо. или нет? Ну, 220 заряжается, но его на 2 недели хватает. Ну, нихуя себе. Сейчас А немного. это что у тебя вот на голове? На голове Что-то ты разговариваешь с ним. это видеокамера. А, видите. Ага, экшен камера, видео. Все, вон, пожалуйста, свет, освещение. Нормально? Как дома, да? Да. Сейчас спираль. Спираль еще зажгем. Это что у тебя? А спираль, что это у меня Это в том ведре. Это? Колбаса надо. Колбаса. Сыр. А у меня есть, знаешь что? Что? В холодильнике там в лодке утка тушеная, вареная. Супруга сварила. Достать можешь? Так это... Тогда эту тушенку не будем трогать? Пока нет, да. Консервы нет. Сначала утку съедим. Там Утку. макароны есть у меня еще вареные. Но в холодильнике там у меня, видел, синее, это холодильник. Я туда лед запихал. И там все холодно. В общем, сейчас это мы подогреем, наверное. Так, Не ну, знаю, а на чё, печь. надо было Генаха с рыбой-то как надо хоть немного добыть сети. Сейчас поставить. Давай, наверное, чайку попьем, пойдем поставим. Я помогать чуть буду. Не знаю. На если там- эту яму. Не знаю, справишься? Ну что-нибудь буду делать. Может, я конечно. сам один поставлю. Да ну, что ты будешь, ну Чё? я хоть там буду. Там будешь. А если с лодки упадешь? Да не упаду я с лодки. А если упадешь?
Ну, это, Он в избе рыбаки сухие не ходят. Нет, в избе отдыхай. Сейчас это утро вечера мудренее. С утра посмотрим, что да как. Так надо поставить, чтобы завтра было. Да? М. Чтобы рыбу чистить. Ну, я один съезжу поставлю. Да. Ну да. Как получится, так. Немного представления умею. Сети кидали. Немножко, да? Не, ну, Ты эту горку поднимешься. Ты лучше здесь это хозяйскими делами занимайся. а. Сейчас перекусим, наверное. Мы целый день голодные. Потом Да, давай, наверное, по стопке надо выпить, а быть избутые. Ну, тем более, по стопке выпьем, куда потом сети будем кидать? Потом пьяные нельзя на воду ходить. Или потом. Или завтра. Сейчас перекусим. Ну, Сейчас я принесу все. У меня есть газовая плита, если чтобы печку не топить, ну. чтобы не жарко было. Или протопить немного. На, немножко сыра себе. Ну давай, все, давай, приступай. Ты к печку растопли, а я сейчас схожу за продуктами схожу. Так, Хлеб я уже принес. это Всё. в том ведре у меня тарелка есть и пачка этого. Все, я Спираль ведром принесу. с ведром. Все, И спираль хорошо, она долго горит. все понял. Все, давай, готовимся. Так, я печку затоплю. Так что, Генка, ты меня сегодня хорошенько покатал. Я так еще не ездил на лодке в такую мелкую воду. А я что, ездил? Что ли? О, смотри, сегодня у нас макароны с курицей будут. Ага. В холодильнике ничего. Вот так вот. Мгм. Вот, макароны с курицей. Это супруга моя сделала. Вон. И сюда же, не знаю, я думаю, еще одну уточку, наверное, кинем, да? Ну? Уточку одну кинем. А это, может, это съедим, потом уж, или думаешь, справимся? Ну, не знаю. Ну, давай съедим сначала это. Да. Макароны без утки. Там же мясо. А там чуть-чуть. Давай хотя бы одну, тут две утки. А видишь, холодильник-то холодный, он остудил хорошо. Вон, уточки. А что это? Вот это холодильник, да? Да. Ну как холодильник? Он пенопластовый ящик. Я туда бутылки со льдом кинул, и он стал как холодильник. Все. Одну утку кинем. Вот так вот мясо уберу сюда. А вторую завтра тогда съедим. Я сейчас обратно в холодильник отнесу, наверное. Или что? Не скиснет до завтра, она холодная. На улицу вынесу, да и все, наверное, да? Конечно. Вот такой вот жаркой у нас сегодня будет. Курица и утка и макарошки. Я как бы первый день стараюсь кушать готовую еду. Да, А потом консервы уже летом. Зимой-то я так и так стараюсь, ну, как бы... будем питаться своей добычей. Да, нет, зимой я стараюсь готовые носить, чтобы не готовить ничего. Подогрел на печке и все. Подогрел и все. Ну, там редко, когда рыбки пожарим там или еще что-нибудь. А так, 14 часов пути. Ну, жизнь такая. Не мы такие. Я подустал что-то сегодня. Ну, нихуя ты. Лодку пьешь сколько. Там поперекало. Такие породы. Ну да, ну да. Ну что, сейчас поужинаем. Давай сегодня никуда не пойдем, отдохнем. Что себя насиловать? Завтра с утра. Конечно. Завтра с утра здесь спиннинг покидаем туда-сюда. И потом вечерком уже, если хочешь, поставим все-таки. Не, надо обязательно. Ну, поставим, если хочешь. Я говорю, себя насиловать не хрен. Надо отдохнуть, чтобы хорошенько. У нас и так день тяжелый был. Конечно. Не гробить же себя. Рыбалка должна быть в удовольствие, правильно? Все правильно. Это же не работа, это рыбалка. Это удовольствие. А то... И говорят вот рыбалка, она в стаж не идет. Угадай, вот сколько тебе есть, рыбачишь, это не входит. А, ну, жизненный Так стаж, да, говорят. нет. Так и есть. Это отдых. Камеру куда-то посел, большую, которая, ну, на штативе. Так, что еще говоришь? Все, начисляю. По маленькой? Ну да. Спешить нам некуда.
У меня уже сомнение такое. Я думаю, неужели на веле развернемся? А смотрю, ты настырный. Прешь. Ну а куда? Ты сказал? Ты мне говоришь, как сказал? Изба недалеко, я и еду, говоришь. Проехал километр два, тут что, пару километров и все. Мы-то потихоньку едем. Я-то на вихре быстро гонял. По Ну и большой вот, воде. а потом уже проехали, ты такой начал головой крутить. Мы, наверное, проехали, и тут у меня уже и все упало. Я говорю, нормально, говорю, все. По половинке? Или Да, как? постолько. Я просто так устал сегодня, что не хочу ничего больше, никакие сети, ничего и мне... Это не в радость это будет, и не в пользу. Да, потом поймаешь рыбу, надо будет чистить и без сна, и это... Уже не отдых и не рыбалка. День, да, день заезда, он всегда тяжелый, надо... Пришли отдохнуть, а завтра уже начнем рыбачить. Я считаю так. Все правильно. И все, наверное, большинство рыбаков так и делают. Надо рыбачить, как говорится, в удовольствие, а не пахать. Да. Дай, Ген, ножичек, Ага. пожалуйста. Мы же не пахать сюда приехали, а отдыхать, Вот, правильно? Отдыхать, конечно. Проведал избушку зато. Ага. Избушка тебя узнала? Конечно. Сколько мы... Ножик острый, самодельный нож, да? Это самодельно, с рапида. Кого? Рапид вот это, шпалы режет. Сам делал нож? Это дружок мне делал, Васька Тарас. Острый, хорошо. Шкуру, наверное, долго не тупится, да, лосиную? Лося полностью можно ободрать. Нормально, если обдирать. Поправил и опять вперед, да? Да. Хватит, наверное, хлеба. Куда? Хватит. Конечно. Я хлеб не очень ем. Черный, белый, какой кушаешь? Да, любой. Ну, Ну что, Геннадий, как тебя по отчеству? Георгиевич. Геннадий Опять- Георгиевич, я Геннадий Геннадьевич, у меня Да. отец Геннадий Григорьевич. О, Одни Г, ГГГГ. У меня НГГ. У тебя РГГ. 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 Всё. Ну давай. Слава богу, дошли, слава богу, под крышей. А значит, все получится. Давай. Да даже ну, что нам, много надо. Сколько поймаю, столько поймаю. Ваше здоровье тоже. И вам здоровья. Я-то обычно как бы в избушках употребляю собственного производства, сам делаю Это хорошо. рыбацкий напиток. А сейчас приезжали гости и подчистую все уничтожили. Лёшка вот это тоже сам. Косточки сюда можно, потом собаки отвезу. Ну, конечно. У меня сейчас собак нет. Что держать, потом знаешь, как расставаться. А ты- Привыкаешь к ним. Ну, оттуда я привез. в Троицк переехал, уже собак не держишь, да? А? Да, была одна уже так, Райка держала. Нуркой звала ее. Лайка тоже. Не, она маленькая. Лайки у меня ушли, я уже не стал. У меня первый был, последний, ну, которого я держал, Якут я звал. Ловкая собака. Ну, у меня все коровные, знаете, дворняжек я не брал. Да что с них толку? Охраняют кастрюлю свою. А. У меня батя, я же родом для Сибири, я тебе же говорил, с Иркутской области. С Иркутской? С Иркутской, Иркутской. Байкал, уже слышал. Вот Байкал-то все знают. А что, отец свой приехал сюда, да? Нет. А ты приехал сюда? Да, я в армии служил, Угу. и, короче, моя девушка меня провожала в армию, Люда Демидова. И, блядь, поехал на восходе, поехала кататься. Я подвез ее Вовка Серебренников. Она говорит, не поеду. Поехали. И дурак, я не знаю, специально, не специально, нахуй, он сбил ее на мотоцикле. Я говорю, а хули? Насмерть? Насмерть, да, вот на восходе. Ничего себе.
Ну, я не знаю, ну, короче, он потом, я не знаю, что-то... Посадили, нет? Не, его в психушку. У него что-то с головой было, так что винить я его не видел. И вот, а я служил в армии с одним, он гуцул был, на сплаве здесь был. Ну, адрес взял, а тут раньше заебись же было, и заработка, и весело, народу молодежи было. Ну, вот, Райку нашел, блядь, на свою шею. Во. Она забеременела. Я говорю, не буду, я поеду домой сейчас. Она берет и письме. У меня 3 сестры. Литки старшая пишет, мол, я была с вашим братом в близких отношениях, беременная. Литка серьезная, она пишет. Если ты Райку бросишь, ты мне не брат. Все, послушал. Ну, заедя же. У Ну, нас всё. 3 сестры, 3 брата. Все, что не делается, все к лучшему. Ну, сколько я с ней живу? Ну, 71-го года. 55 лет. Ну, Золотая свадьба была уже? да. С ней разводились. У нее здесь родственники, у меня там. А сейчас у нее только этот, один брат остался, Сережка. Первого медведя ты в Коми добыл или в Иркутске был? Я еще? там, в Иркутске. Там первого медведя Да. добыл. До армии еще. Да, конечно, я там был, я не знаю, в каком классе я учился. И прикинь, В школе, что ли? в школе учился с 28-го калибра. Медведя? Да, сам. С одностволки? С одностволки. Ничего себе, как Она, так? у меня была дамка, сучка, собака с собой. Раз выскочила. Нет, она муравейник, ну, молодая самка медведица. Меня выстрелили, ну, попал как-то, ну, по телу прошла пуля. И потом собака-дамка сразу за ней, она охотничья, батина собака была. Ну, смотрю, она вот так вот стала, ну, уже готовая, видно, хорошо попал. Ну, и что, добил потом, сам не стал обдирать, пошел. А батя был на сенокосе. Я соседу позвал, Терентий Павлович. Я говорю, дядя Тереша, я говорю, ни разу медведя не обдирал. Ну, там белых то еще обдирал. Вот, пойдем, молодец. В каком классе был? В 7 классе учился. Ничего себе. А лося первого когда добыл? Ну, я не лося, а косулю на загонную. Ну, это не знаю, в 8 или в 9 классе. Мы собираемся, шпану, ну, мелко. Они как загонщики, мы стоим, ружья у всех. Такие ружья у нас были. Да. Вот я как косулю тогда думаю, подожди, это хрень же. Ну, то там у нас все. А было такое, что медведя, допустим, ранил, и он напал на тебя? Не было? Лось на меня шел. Раненый? Здоровый бычара. Я, да, ранен. Развернулся и на меня, а снегу дохуя было, он ранен. Я его разбить лось. Я даже не ожидал. И что потом добил? Добил, конечно. В голову? Я обычно бил, захватывал шею немножко и в голову, ну, чтобы вышло где-нибудь так. Основание головы? Да, сзади. А если на тебя прямо идет? Ну, он, короче, раненый, и я гнался на лыжах за ним. Он, видно, силу убивается, разворачивается и на меня. Не знаю, затоптал бы, может, нет. Но у меня такая вертикалка была, ТОС 34. Я добил его, да и все. Он на тебя шел или бежал? Ну, снегу много, да и он не мог уже бежать. Уже кровь с пены шла. По легким, видно, выебал. Ну, видно, чувствуешь, что силы кончаются, и решил подраться. Выгляжу. Если на тебя... Ну, его уже в голову, получается, да, стрелял? Ну, я обычно по лопаткам издалека стрелял. Нет, нет, когда он на тебя шел, этого. Этого-то, конечно. Ну, у меня вертикалка была, 12. Ну, я с одного, ну, паузу сделал, чтобы раз, ну, сразу пал. С первого или оба ствола взял? Я на всякий случай со второго ебну. Ну, хуя такая машина прет, а на лыжах куда я убегу? Там хуй развернешься, снег. А перезарядиться бы не успел уже, да, еще две? Не знаю, но он успел бы, да он уже готовый был.
Он так смертельно раненый был, а тут еще... Тоже отчаянный, да, считаю, и все равно развернулся. Да, конечно, разрешить. Вообще уже немножко жутканул, короче. Ну вот был такой случай. Часто, наверное, точно обкружил, бродил там, блин. Не надо паниковать. Нас раз сел на место. Бывает, кружанул там все. Мы же вот, у нас Белковля называется. Заходишь, в зверопромхоз идешь, клички собак записываешь, договор заключаешь. Если своего нет, те, ну, тозовки у нас называют, ну, ТОЗ-16. Я обычно ТОЗ-16 брал на Белковлю. Мелкашка? Мелкан, да, 5,6. Ну и мне нравилось с ней. Другие, еще и карабин, да еще был карабин, я помню, 8,2 калибр. Мгм. Помнишь такие карабины? Они вроде эти кавалерийские, коротенькие. Мгм. Ну и не тот, бой не тот. А потом у нас во втором... Тут точность не та, наверное, Да, просто как-то или кидает, или, ну, короче, это, ну, не бьет как надо. У нас, знаешь, как Гена делает? У нас во втором Иркутске есть авиазавод. А там пулеметы, да, у них стволы без номеров, взаимозаменяемые. Они же там нагреваются. И что характерно, эти стволы, вот эти пулеметные, на истребителях все стоят, они просто в свое время стреляли и их выкидывают. И вот ствол стоил 3 баргузинских соболя. И вот берешь этот ствол, он вот такой толстый, а там нарез круче, чем вот в СВД, вот и у всех, ну, или в трехлинейке, круче нарез, и сталь другая абсолютно. И вот он, знаешь, вот у меня не было такого, я все хотел найти. У Терехи был, Терентий Павлович. Вот знаешь, как он стрелял? У него пальцы чуть подлиннее, их он так, двумя пальцами передергивал затвор, безимцем курок называл. Вот так, тю-тю, как с автомата. Он всю жизнь охотился. И так глупо погиб он. Как поехал он с этим, Муравьев фамилия у него. Ну, на охоту не поехали. И, короче, а он наш, ты не можешь на пипку и зюбры кричать, на дудку не умеешь. А здесь и зюбрей-то нет. Ну и вот этот идет на пипку, кричит Тереха. Ну, вот такой друг был. Мой второй отец. А тот обычно, когда на пипку орут, это на пипку кричишь, это как коза, ну, короче, отелилась, она бросает козыренка. И что характерно у них так, любая косуля будет идти, если, ну, теленок маленький, ну, он же лежит, он такой, ну, коричневый, светло-коричневый, маленький. И вот другая, даже чужая придет, когда косуля самка, и он покормит. А вот когда пи-пи-пи, это примерно как этот птенец, ну, это, голодный теленок. И вот так это кричат. Ну, это браконьерство уже в высшей степени. И вот Пипа, идет Терентий Павлович и на Пипку это кричит. И выскочил медведь. На него все идут, и вот на этот сов, и волки идут, и все. Легкая добыча, теленок. Этот муравей берет, Муравьев фамилия у него. Вместо медведя в Тереху, блядь. Я сам его хранил, в могилу сам рыл. В шею ему картечина попала, в ногу. Ну, а что, они рядом шли, что ли, да? Он вообще в стороне шел. У него со зрением, видно, хреновенько было у этого Муравьева. Блядь, такого человека загубил. Ему было 58 лет. Посадили? Да. Нет? Нет. Да, что этим, ничего не изменишь. Так рассудили, родня собрала. Сразу умер, да? Сразу убил меня. Я вот сам поехал. Менты приехали. Там начали. А медведь все-таки был, выскочил? Или медведя не было? Нет, Терентий Павлович первым выстрелом, у него, короче, курковка 16 была, картечь была заряжена. Медведь пришел, ну, Тереха не промажет. Ну, ёбнул Тереха, а муравей вместо медведя в Тереху. Ну. Вот так вот. А и медведь погиб, умер, и человека убили? Да. Зачем стрелял, если медведь умер уже? Ну, какой он охотник, муравей, какой-то партийный деятель, я не знаю, чем он Тереху купил. Тут в очках на охоту. Если, блядь, зрение ноль, куда ты прешь? Я с таким никогда на охоту не пойду. А сейчас нормальное зрение у тебя? Или... Сейчас заебись.
И близко, и далеко, везде все Ну, видишь. вообще все. Вот видишь, Янцикадан. Это по коме говорят, чтобы не сглазить. А, Янцикадан. ты. Ну что, давай по третьей, да. Да я пока спать не хочу, поговорить что-то захотел. А я просто камеру потом выключу. Сами потом поговорим без камеры. Да. А сейчас это что? Сейчас все снимает. Так что Снимает? можешь передавать привет там сыну, кому там в Иркутскую область привет передавать. Может и там смотрят. Иркутская Да. область, какой это город или район? Район Качевский. Привет, земляки, иркутяне, сибирячки, Гена Нечаев, с Бирюльки. Деревня у нас Бирюльки. Деревня Бирюльки, какой район? Качевский. Качукский район. Так что, если кто смотрит с района или тем более с деревни этой, прошу написать комментарии. Земляк ваш. Теперь уже наш земляк, теперь уже коми. Сколько? 50 лет, да, уже в коме? 71-го года. 71-го Как года. догмельнулся, так и... 55 лет в коме республики уже живет, а так иркутянин. Так что огромный вам всем привет. И от меня тоже. Хорошего человека встретил, нашли общий язык, нашли общую тему для разговора, как говорится, общие занятия. Вот. И я так думаю, не в последний раз мы еще обязательно прокатимся. Или зимой, или осенью, ну как-нибудь, или весной. Вот мы хотели весной, но не получилось там по стечению обстоятельств, одно, другое, третье. Пока собирались, наступило лето. Так что не в последний раз, будет день, будет пища, еще обязательно Всем приедем. привет, кто уважает таежников. Тайга – это наша жизнь. Все верно. Все, до новых встреч.